Часть 3 статьи 66 Конституции четко гласит, что президент является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Эта норма пока неизвестно, как она работает. Единственный раз она работала в отношении бывшего министра здравоохранения, когда создавалась рабочая группа по возбужденным уголовным делам в отношении экс-министра здравоохранения. Неоднократно граждане обращаются в адрес президента защитить их от судебного произвола, от произвола правоохранительных органов. Ранее, когда этой нормы в Конституции не было, президенты всегда говорили, что пусть сам решает суд, пусть решают правоохранительные органы. Я не могу вмешиваться в следственные и судебные органы. Это правильно. Но мы же знаем всегда, что судебные органы и следственные органы, они слушают и слышат, что скажет им сверху. И даже сегодня, если президент говорит, что пусть решает суд, то все равно судьи и следственные органы опять же будут смотреть, что скажет президент. Сейчас по так называемому Кемпирабадскому делу в СИЗО содержатся ни в чем не повинные люди. Я хотел бы акцентировать внимание больше на женщинах. Сегодня Адахан Кимсанбаевич уже сказал о них. Если их вина есть, то почему более 2 месяцев не ведется следствие? Давайте для того, чтобы друг друга не обвинять, покажем тогда, какие есть доказательства по общественным телерадиокорпорации, по телевидению покажем. Пусть все в прямом эфире увидят все эти доказательства. Но этих доказательств нет, поэтому и нету даже следственных действий нету. Никого не вызывают на допросы. Просто 2 месяца лежат вот люди в СИЗО. Для этого ли СИЗО создано было? Для этого ли налоги платятся гражданам, чтобы просто так ни в чем не видные люди лежали там, чтобы государство их кормило? Я попросил бы вот норму этой Конституции все-таки реализовать. Большая просьба к президенту поручить следственным органам в кратчайшие сроки рассмотреть эти дела и передать в суд. А до Нового года рассмотреть обращения граждан, именно содержащихся там в СИЗО, чтобы их отпустили хотя бы под домашний арест. У них не было ни в мыслях захватывать власть, не было подготовки, никто из них не покупал оружие, не собирал людей, не договаривался с кем-либо. Они даже не шли к резиденции, чтобы там к заборам не шли. Не было таких действий. Я с ними не был, не слышал, что там было, но если бы эти доказательства были бы, уже каждый из нас о них уже слышал бы. Каждый из нас хотя бы подготовку к захвату власти увидел бы, но этого уже не было. Поэтому огромная просьба, если суд решает, если следственный орган решает, то президент может опять же создать рабочую группу и поручить в срочном порядке рассмотреть. Иначе надо вот этих следователей, судей и прокуроров привлечь к ответственности за то, что они просто так держат там людей. И я так понимаю, что это не только те люди, которые обвиняются по Кемпирабадскому делу. Таких СИЗО немало. Поэтому я считаю, что ответственность следственных органов, судебных органов, она тоже должна быть. Нельзя прикрываться просто президентом, прикрываться его поручениями и сидеть тихо. Я считаю, что если они просто сидят и выполняют как чьи-либо приказы, то они тоже должны потом сидеть. А так, большая просьба, раз мы живем в рамках закона или пытаемся жить в рамках закона, большая просьба вот президенту поручить следственным органам в скорейшем порядке рассмотреть это дело и передать в суд. И обратиться в судебный орган для того, чтобы их отпустили под домашний арест. Я надеюсь, что... Я надеюсь, мое обращение, оно не останется без внимания. Спасибо.